Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Верхневилюйске состоялся второй Вилюйский образовательный форум «Образование. Драйвер развития». Педагоги обсудили перспективное направление развития системы образования Вилюйской группы районов и всей республики в целом. Мероприятия прошли в онлайн-формате. Что нового привнесет в работу педагогической общественности региона Вилюйский образовательный форум? Гость студии сегодня Михаил Сивцев, министр образования и науки Республики Саха-Якутия. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. На форуме обсудили развитие образования, начиная с дошкольного возраста и заканчивая непрерывным профобразованием. Почему сегодня образование становится непрерывным? Во-первых, возьмем с точки зрения необходимости рассмотрения образования как института, необходимого для ускоренного развития экономики, вообще любого населенного пункта, региона, страны в целом. В этом смысле, если мы ставим конкретные задачи по развитию тех либо иных отраслей на территории региона, то нужно этим заниматься с малого возраста. Нужно как можно раньше детям говорить о стратегических направлениях развития региона, о тех задачах, которые руководство региона в стратегическом плане ставит перед системой образования, перед педагогической общественностью. Ну и опять-таки в современном мире мы говорим, что нужно постоянно учиться новому. В действительности это так. Сегодня мы видим, что осваивая информационные технологии, мы не должны останавливаться на этом за одним уровнем получения знаний. Стоит еще другой уровень. Элементарно сегодня мы научились использовать информационные технологии, компьютеры, различные программные продукты, но за ним следующий уровень – это использование больших объемов данных. Этому мы массово еще не научились, нам еще предстоит учиться. Об этом и речь. Как должна преобразиться образовательная среда, чтобы обеспечить все уровни образования? На мой взгляд, мы должны все вместе еще раз подойти к осмыслению системы образования в целом. Последние 20-30 лет мы чрезмерно увлеклись отдельными учебными предметами, образовательными результатами по этим учебным предметам. В рамках форума мы говорили о необходимости вообще рассмотрения системы образования как целостной, комплексной системы, которая направлена на развитие ребенка, его становление, его формирование как личности. Мы на Вилюйском образовательном форуме проводили на самом деле рассмотрение наших вопросов по 7 основным трекам. Смотрели инженерно-технологическое образование, смотрели агротехнологическое образование, смотрели проблему статуса педагога, для того, чтобы посмотреть не только образовательные результаты, а сам основной смысл этих направлений с точки зрения его необходимости для всего общества. Мы говорили, что только учебный предмет, отдельно взятый, не может принести, поэтому нужно еще и заниматься расширением воспитательных аспектов отдельных учебных предметов и блоков. На территории Вилюйского района и Вилюйской группы районов, мы прекрасно знаем, есть очень сильная педагогическая школа. Это связано с тем, что система образования Вилюйской группы, она традиционно сильна. И у нас оттуда родом выдающиеся педагоги нашей республики, которые разработали отдельные методики физико-математического образования. Их выпускники на сегодняшний день являются руководителями республики, выдающимися научными работниками. Как же это получилось сделать нашим предшественникам? Наши предшественники, они разработали уникальную методику, которую можно на сегодняшний день использовать, как можно больше тиражировать. Суть их методики заключается в том, что в каждом учебном предмете, в основных учебных предметах, наши предшественники, выдающиеся педагоги
учебный предмет рассматривали больше с прикладной точки зрения и применения полученных знаний в реальной жизни. Вот, если мы говорим по инженерным направлениям, то здесь примеров очень много. В современном мире, что значит автоматизация, мы прекрасно понимаем. Это мероприятие направлено на повышение производительности труда, чтобы человек в конечном итоге получил как можно больше дохода. Сегодня мы видим, что необходимо развивать инфраструктуру наших населенных пунктов. Здесь говорим элементарно о благоустройстве наших сельских населенных пунктов. Вот, если в сельском хозяйстве посмотрим, то мы видим, что необходимо создавать абсолютно другие виды сельскохозяйственного производства. Вот, на простом примере коллегам делюсь опытом по ведению хозяйства в больших крупных агрофирмах. Какие же это примеры? Если задаться вопросом, то элементарно в южной части нашей страны коллеги выращивают виноград. Учеными доказано, что на территории нашей республики очень хорошая возможность заниматься плодово-ягодными. Тем не менее, мы продолжаем собирать плодово-ягодные в диких условиях, выезжая куда-то далеко. А ведь можно их выращивать огромными объемами, но одно выращивание ничего не дает. Нам нужно дальше научиться создавать автоматизированное производство для того, чтобы после сбора урожая создавать реальные продукты, которые можно уже продавать на прилавках магазинов. Если вы обратите внимание на прилавки наших магазинов, небольшими упаковками продается черная смородина, собранная в центральной части России. А ведь на территории Якутии тоже растет, но мы еще не научились упаковывать, мы еще не научились замораживать, мы еще не научились создавать такие виды производственной деятельности. Вот об этом речь. И прежде чем начать вообще об этом задумываться, нам сегодня нужно учить этому наших детей. Безусловно, все это идет через педагога, через повышение квалификации педагогов, через создание необходимых условий, приобретение необходимого оборудования нашим педагогам и школам. Вы рассказали о развитии сельского хозяйства у нас в Якутии. А как экономика в целом региона влияет на образовательный процесс? Экономика региона на сегодняшний день диктует вызов перед системой образования. Мы видим, что как Республика Саха-Якутия нам необходимо найти и развивать нашу свою стратегию. В республике мы определили основную стратегию развития информационных технологий. Этому способствует и наш суровый климат, больше свободного времени заниматься информационными технологиями, дома разрабатывать компьютерные игры. У нас есть необходимая инфраструктура по взаимодействию через сеть интернет. Специалистов не хватает. Это вызов. Соответственно, как система образования мы сегодня углубленно занимаемся подготовкой специалистов в области информационных технологий. Тут очень много направлений. Это программисты, это разработчики компьютерных игр, это разработчики мобильных приложений, это аниматоры, это дизайнеры. Много-много специалистов для того, чтобы здесь в республике появился абсолютно другой вид деятельности. Если говорить про инженерные направления, здесь мы видим, что необходимо заниматься другим уровнем добычи и переработки полезных ископаемых. Но чтобы этим заниматься, нам нужны специалисты, инженеры нового уровня. Причем ребята, которые понимают, что здесь на территории нашей республики необходимо промышленное освоение республики сочетать еще и с бережным отношением к самой природе. Это понимает исключительно коренной житель конкретной территории. Поэтому в этом направлении тоже у нас много интересного. Расскажите о гостях форума, что они представили коллегам.
Принимали участие коллеги по направлениям инженерно-технологическое образование в большей степени и агротехнологическое образование. Это специалисты из тех школ московских высших учебных заведений. Это представители компаний, разработчиков отдельных продуктов, связанных с инженерным образованием, по агротехнологиям, по другим направлениям. Мы говорили, что необходимо еще и взаимодействовать с научными организациями, поэтому участвовали специалисты из научных учреждений, не только нашей республики и за пределов нашей республики. По повышению бренда педагогов принимала участие очень такая активная специалист в области создания имиджа, изучения проблематики статуса педагогов в нашей стране. Это Юлия Перевозчикова. Мы с ними пообщались, выясняли, какие основные волнующие вопросы есть по созданию методических служб для учителей, для системы образования. Но здесь мы больше всего привлекали специалистов из институтов образования нашей республики. Важнейший вопрос в системе образования – это нехватка учителей. Обсуждали ли этот вопрос и какие пути решения этой проблемы нашли? Численность населения республики растет. Безусловно, растет и численность детей, обучающихся, воспитанников детских садов. Особенно эта проблема остро стоит на территории районных центров города Якутска. Со временем, когда мы создадим здесь, на территории города Якутска, нам необходимо будут учителя здесь, в городских школах. Это говорит о том, что начнется движение учителей из одних населенных пунктов в другие населенные пункты, так как на сегодняшний день количество выпускников из педагогического профиля недостаточно для того, чтобы обеспечить все школы необходимым количеством учителей. Соответственно, нужно сегодня заниматься переподготовкой, привлечением учителей из пределов нашей республики и увеличением количества контрольных цифр приема в наших педагогических колледжах и факультетах высших учебных заведений. Это три основные направления мероприятия, которые мы реализуем и планируем вообще расширить, увеличить внимание к этой проблематике. Михаил Петрович, каковы основные итоги Вилюйского образовательного форума? Основным итогом Вилюйского образовательного форума будет разработка концепции развития образования Вилюйской группы районов и комплекты методических рекомендаций, практических наработок, которые мы будем тиражировать на всю систему образования нашей республики. Михаил Петрович, спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. А я напомню, о втором Вилюйском форуме мы говорили с министром образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилом Сивцевым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.